Уважаемые коллеги, приветствую вас на занятии практикума Школы современного учителя литературы. У нас с вами сегодня второе занятие, и мы продолжаем с вами обсуждать вопросы, связанные в первую очередь с типами заданий, с планируемыми результатами, которые проверяются в формате основного государственного экзамена по литературе и единого государственного экзамена по литературе. Почему мы с вами обращаемся именно к этим заданиям и к планируемым результатам? Дело в том, что эти планируемые результаты и типы заданий для нас своего рода ориентиры. Мы с вами понимаем, что не все ученики выберут экзамен по литературе, но вот те умения, которые заявлены в планируемых результатах, как раз должны быть освоены большей частью учеников. Они позволяют не только анализировать литературное произведение, они позволяют нам понять произведение в его многообразии смыслов, то есть содержания, и в особенностях формы, то есть жанра, рода литературы, сюжета, композиции, художественных средств. Уважаемые коллеги, на предыдущем занятии мы с вами уже обращались к материалам, которые вы сейчас видите на слайде. По сути, перед вами те ключевые задания, которые выполняет учащийся. Отличие только в том, что в рамках единого государственного экзамена по литературе учащиеся перед тем, как анализировать эпический фрагмент, драматический фрагмент произведения или лирическое произведение, сначала работают с заданиями, которые обращены к теории литературы. То есть, собственно говоря, работают с понятиями, литературоведческими понятиями. И на предыдущем занятии мы с вами говорили о том, что эти задания носят такой не только обобщающий характер, сколько подводящий характер. Они позволяют с разных точек зрения посмотреть на предложенный нам эпизод. Коллеги, не случайно сегодня я еще раз обращаю ваше внимание на такую особенность построения контрольных измерительных материалов. Коллеги, вы и в 9 классе перед тем, как перейти с детьми непосредственно к фрагментам произведений, к анализу эпизода, можете отдельно поработать с повествовательными деталями, с описательными деталями, с особенностями пейзажа или интерьера, которые представлены в этом фрагменте. Вы можете проанализировать особенности литературного направления, которое в этом произведении нашло отражение. Вы можете особенности жанровые обсудить тоже на основе этого фрагмента. Вы можете даже родовые особенности, то есть особенности лирики, особенности драмы, особенности эпоса, тоже рассмотреть на основе этого фрагмента. То есть такие обучающие, подводящие задания могут быть и в 9 классе, особенно в тот момент, когда мы только начинаем изучать произведение, и нам нужно показать, что не случайным образом это содержание автором передано при помощи тех форм, художественных форм, которые мы будем обсуждать. Итак, уважаемые коллеги, работа с самими заданиями позволяет нам сейчас выйти на те типы заданий, ключевые виды деятельности, которые далее мы с вами будем обсуждать вот уже в формате анализа отдельных работ учащихся. То есть сегодня мы с вами будем анализировать работу учащихся. Итак, уважаемые коллеги, обратим внимание, учащимся и в 9 классе, и в 11 классе нужно проанализировать фрагмент произведения. Да, конечно, это не полный анализ эпизода, это все-таки анализ, который в задании уже сформулирован. То есть ученику, например, нужно обратить внимание на особенности конфликта, который есть в этом эпизоде, или же ему нужно обратить внимание на определенную черту характера героя, на то, в каких поступках, через призму каких решений героя эта черта характера выражена в этом эпизоде. Ученику нужно посмотреть на уровень взаимоотношений между героями, и иногда это не конфликт, казалось бы, неявный конфликт, но это может быть та холодность, которая не позволяет героям услышать друг друга, принять друг друга, понять друг друга.
в полном объеме. Итак, уважаемые коллеги, для того, чтобы учащиеся справлялись с анализом фрагмента, нам как раз и нужно им дать инструменты. Что я имею в виду? Это те планы, те алгоритмы анализа эпизода, которые известны нам, как профессионалам, которые занимаются этим вопросом, но не очень известны детям. Поэтому, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что и в 5 классе в своем объеме, и в 7, и в 10, и тем более в 9-11 классах необходимо обращать на это внимание, потому что это прямая связь с русским языком. По сути, на экзамене по русскому языку ученики ведь тоже работают с отдельными эпизодами. Да, на ЕГЭ по русскому языку это может быть и публицистический текст, но на основном государственном экзамене по русскому языку это текст художественный, это текст литературного произведения. Поэтому, коллеги, вот как раз еще раз упомяну наш итоговый контроль, напомню, если вы вдруг, может быть, не очень сориентировались по нашему первому занятию, вам как раз нужно будет либо подобрать, либо скорректировать, либо разработать один из алгоритмов. И это может быть анализ эпизода, план, алгоритм анализа эпизода, эпического произведения или драматического произведения. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, еще на один вид деятельности – сопоставительный анализ. Вот как раз для того, чтобы учащиеся сориентировались в этом сопоставительном анализе, критерии сопоставления, что именно можно сопоставлять? Можно ли сопоставить образы, есть ли в них сходство или различия? Можно ли сопоставить тематику, есть ли сходство тематики или есть сходство тематики, но раскрыта она иначе? Можно ли говорить о сопоставлении, например, проблем, которые волнуют героев? Можно ли говорить о композиции с точки зрения сопоставления? Вот на все эти вопросы нужно ответить тогда, когда вы работаете с детьми и вместе, в совместной работе составляете план сопоставительного анализа. Уважаемые коллеги, будем понимать, что здесь под словом «анализ» мы еще должны каждый раз учитывать характеристику героев. Не только в целом произведения или фрагмента произведения, но еще в нашей практике, и это заявлено в том числе и в примерных основных образовательных стандартах, у нас должны быть такие формы анализа, как характеристика героев. По сути, мы анализируем их поступки, их решения, их жизненные ценности, убеждения. Мы все равно анализируем, даем оценку. Но при этом мы с вами стремимся к тому, чтобы это была еще и характеристика героя, сопоставительная характеристика. Коллеги, следующий вид деятельности – это анализ лирического произведения. И мы, конечно, понимаем, что на уроках, особенно в 10-11 классе, конечно, и в 9, когда дети изучают лирику Александра Сергеевича Пушкина и лирические произведения Михаила Юрьевича Лермонтова, мы должны их подвести к тому, чтобы они осознали полный план анализа. Без этого проводить анализ в каком-то отдельном ключе, в отдельном аспекте детям будет очень тяжело. Поэтому, уважаемые коллеги, вот как раз в рамках нашего итогового контроля по этому модулю, по предметному содержанию, вы можете обратить свое внимание вот на этот вид деятельности и предложить разные планы, алгоритмы анализа лирического произведения, например, в 8 классе, и у нас есть пейзажная лирика, и в 9 классе. Вот будет ли отличие? Если будет, то в чем конкретно? Коллеги, конечно, это еще и сопоставительный анализ лирического произведения, точнее говоря, лирических произведений. Прошу прощения, здесь, конечно, опечатка у меня на слайде сейчас. Уважаемые коллеги, и вот теперь посмотрите, все эти виды анализов очень важны. Это своего рода подготовительная ступень для того, чтобы дальше ученик перешел уже к целостному анализу литературного произведения. По сути, и в сочинении он тоже будет опираться на сопоставление, сравнение, и тоже будет опираться на анализ эпизода. Ну а если он будет обращаться к лирике, то и в целом лирического произведения. То есть, уважаемые коллеги,
Невозможно перейти к сопоставительному анализу, если ребенок не научился еще анализировать отдельный эпизод. Невозможно перейти к сопоставительному анализу лирических произведений, если ученик еще не анализировал отдельно лирическое произведение. Ну и, наконец, сложно переходить к сочинению, если ученик не попробовал свои силы, не развил свое умение в отдельных видах деятельности. Коллеги, по сути, перед вами разные виды сочинений. И вот начиная с 8 класса нужно практиковать анализ эпизода как отдельный вид сочинения, сопоставительный анализ лирических произведений или эпических как отдельный вид сочинения и анализ лирического произведения тоже как отдельный вид сочинения. Чтобы потом дети накопили опыт работы с произведениями, им как раз вот эти шаги и будут нужны. Посмотрите в своих рабочих программах учебного предмета литература, есть ли у вас такие подходы. Соотнесите с планируемыми результатами. И вот как раз примерно основная образовательная программа показывает эти виды деятельности как ключевые. И эти виды деятельности ученику нужно освоить на протяжении всего периода обучения в школе. Коллеги, вот теперь мы с вами обратимся к умениям и к навыкам. Посмотрите, пожалуйста, в каких аспектах, в каком направлении ученик у нас проводит смысловой анализ текста. Безусловно, ему нужно понимать родо-жанровую специфику и осознавать, что в рамках, например, повести возможно, что роман Дубровский, может быть, не имел того объема особенностей, которые мы сейчас видим с вами. Поэтому здесь жанр романа очень важен. Мы с вами понимаем, что с точки зрения жанровой специфики не случайным образом Александр Сергеевич Пушкин упоминает детские годы главных героев. Они потом отображаются на том, как они общаются во взрослой жизни. И здесь, конечно, есть особенность этого романа. Герои не узнают друг друга, и тогда возникает вопрос, на каком уровне у них были отношения в детстве, если они сейчас, будучи взрослыми, не узнают друг друга. Уважаемые коллеги, смысловой анализ текста предполагает, что ученик ориентируется в замысле автора и в тех темах, которые являются в романе, в повести, в рассказе ведущими. Конечно, смысловой анализ текста предполагает, что ученик ориентируется в системе героев, которая создана в этом произведении, и понимает, что связи между героями, они не случайны, и очень важный нюанс – конечно, здесь часть относится и к форме, но тем не менее смысловой анализ текста предполагает, что ученик осознает, что эпизоды произведения, они не случайным образом выстроены, например, в рамочную композицию, как это часто мы с вами видим в рассказах Антона Павловича Чехова, а может быть выстроены в кольцевую композицию, как это мы с вами видим в романе Ивана Сергеевича Тургенева. Коллеги, так или иначе, нам очень важна авторская позиция. И мы с вами понимаем, что в художественном тексте автор выражает свою позицию, свое отношение опосредованно. И вот эти средства раскрытия авторской позиции нам тоже нужно научиться с детьми находить и анализировать. Уважаемые коллеги, и я здесь ни в коем случае не имею в виду единый государственный экзамен по русскому языку. Нет. Если мы с вами обращаемся к планируемым результатам и к критериям оценки развернутых ответов, то везде увидим, авторская позиция не должна быть искажена. Поэтому каждый раз, когда вы обращаетесь к портретной характеристике героев, например, обратите внимание на то, как здесь уже выражено авторское отношение, потому что это одно из важных средств выражения авторского отношения. Коллеги, конечно, есть еще один уровень анализа, это, собственно, эстетический анализ текста. И теперь, коллеги, вспомните свои рабочие программы учебного предмета литература и обратите внимание на то, что у нас ведь тоже есть разные уровни анализа текста, которые в рабочей программе представлены.
Вот, коллеги, эстетический анализ текста, он предполагает как раз выражение собственного отношения, впечатления героя. И вот это собственное впечатление ученики научатся выражать тогда, когда, начиная с 5 класса, они будут делиться устными отзывами. Может быть, вы практикуете ведение читательских дневников, и ваши ученики в этих читательских дневниках как раз выражают отношение к конкретному поступку героя или к его жизненному принципу. Вот если такой читательский дневник вести вплоть до 11 класса, то ученики тоже накопят богатый материал, который можно потом использовать не только на экзамене по литературе, но и в рамках итогового сочинения. Коллеги, уважаемые, мы с вами понимаем, что в рамках экзамена, да и на уроках литературы ученику необходимо владеть разными навыками смыслового чтения. Вот как раз один из наших модулей в рамках практикума, модуль, который связан с функциональной грамотностью, нам позволит обобщить приемы смыслового чтения, и поэтому я вперед не буду забегать, но обращаю ваше внимание на то, что это чтение как вид деятельности особенное. Я бы назвала его даже аналитическим чтением. Уважаемые коллеги, обратите внимание на то, что и письмо как вид деятельности, конечно, на уроках литературы развивается, и это не только создание собственного текста, сколько, обращаю ваше внимание, на разного рода пересказы. Вот для того, чтобы ученик научился определять границы эпизодов, для того, чтобы ученик научился оценивать связь между эпизодами, понимать, какая это связь, причинно-следственная эта связь, или эта связь построенная по принципу целое и частное, допустим, это портрет героя и отдельные детали его портрета, допустим, это поступки героя и отдельное действие героя. Вот для того, чтобы ученик научился всему этому, конечно, практиковать пересказы важно с 5 по 11 класс. Это очень важная форма работы и тип задания, который позволяет посмотреть, а может ли ребенок в рамках пересказа свернуть большое произведение до, например, сюжета, или, например, до плана, или, например, до цитатного плана. Итак, уважаемые коллеги, перед вами не столько требования к умениям и навыкам, сколько виды деятельности, которые ученик осваивает на уроках литературы. Обратите внимание на то, звучат ли эти виды деятельности в вашей рабочей программе в практической части. Действительно ли вы работаете с навыками чтения и проверяете их? Есть ли у вас помимо сочинений другие формы проверки того, насколько дети научились рассуждать, насколько они научились составлять развернутые ответы? Посмотрите, обращаете ли вы внимание на эстетический анализ текста, делятся ли ваши ученики своими впечатлениями после прочитанного. И, уважаемые коллеги, очень важно, не свернут ли смысловой анализ текста в вашей рабочей программе и в вашей практике ежедневной до теста. Все-таки в рамках литературы важны развернутые ответы. И можно, для того, чтобы сократить время, очень быстро проверить, читали или не читали ребята критическую статью при помощи теста. Но дальше обязательно требуется развернутый ответ, чтобы ребенок либо согласился, либо выразил свое сомнение по поводу истинности того или иного утверждения на основе работы с критической статьей. Уважаемые коллеги, и вот теперь давайте мы с вами обратимся к примерам. И здесь я предлагаю вам поразмышлять о том, как дети привлекают текст. Уважаемые коллеги, перед вами работа, которая получила хорошее количество баллов, так, очень осторожно назову. Посмотрите, пожалуйста, это развернутый ответ. И в скобочках красным цветом у меня выделены подсказки к этому вопросу. Итак, сам вопрос звучит так. Почему дуэль Печорина и Грушницкого оказалась неизбежной? И показываю вам прием подбора синонимов. Для того, чтобы построить план этого ответа, отобрать содержание к этому вопросу, нужно с детьми отработать, например, этот прием. Мы подбираем синонимы. Вопрос «почему» в
всегда обозначают причины. Каждый раз, когда ученик в формулировке вопроса сталкивается вот как раз с вопросительным словом «почему», он должен понимать, ему нужно перечислить конкретные причины. Они могут прятаться, эти причины, в жизненных убеждениях человека, в чертах личности, в воспитании человека, в окружении человека, даже в социальной среде, в которой он сейчас находится. Но так или иначе, речь нужно вести о причинах. Посмотрим на слово «дуэль». Кстати говоря, детям очень сложно подобрать синоним к этому слову. Коллеги, попробуйте и вы тоже подобрать синоним. Дуэль, по сути, это способ разрешения конфликта. А значит, мы должны будем в этом задании размышлять о том, а что за конфликт вообще? Итак, уважаемые коллеги, мы с вами в этом вопросе должны будем говорить о том, каковы причины разрешения возникшего конфликта. Посмотрите, какие интересные пункты плана уже получаются, если подобрать синонимы к ключевым словам в формулировке вопроса. Наконец, давайте обратимся к Печорину. Казалось бы, какой мы здесь синоним можем привести? А вообще-то это русский офицер. И мои ученики в прошлом году в 9 классе говорили о том, что это поведение недостойно в принципе русского офицера, который должен быть эталоном, своего рода эталоном чести. Оно бесчестное, неблагородное, безнравственное. И поэтому здесь в скобочках можно отметить не только тип лишнего человека, но еще и то, что это русский офицер. Ну и, наконец, посмотрите на Грушницкого. Это молодой человек, можно так отметить в скобочках. Мои, например, ребята в прошлом году именно так и отмечали. Такой синоним, контекстуальный синоним подбирали. Но это еще и двойник. Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, как прием подбора синонимов к ключевым словам в формулировке вопроса помогает нам, в принципе, выстроить план ответа и поработать уже и с образами героев. Ну и, наконец, уважаемые коллеги, вы посмотрите, пожалуйста, на ответ. И мы с вами видим, что в начале своего ответа ученик сразу заявляет одну из причин. Это вот как раз несходство черт личности. Столкнулись личности. Эгоизм, рассудительность, язвительность Печорина, его умение видеть людей, смеяться над ними, да, его экзальтированность, его многословность Грушницкого, имеется в виду, вызывает вот как раз смех Печорина. И вы теперь посмотрите, пожалуйста, еще на причины. Итак, первое, второе, третье предложение – это причины, связанные с чертами личности Печорина, первое предложение, и личности Грушницкого, третье предложение. А вот теперь посмотрите более глубокие причины. Это причины, связанные со смыслом жизни. Герои-то, по сути, ни тот, ни другой истинного смысла жизни не обрели. И дальше посмотрите, пожалуйста, вот это столкновение, этот конфликт, он действительно произошел на почве отношений с княжной Мэрией. И мы здесь видим еще одну причину. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вы смогли прочитать полностью этот фрагмент, и я сразу обозначу то, чего в этом фрагменте, может быть, нам немного не хватает с точки зрения критериев, которыми мы с вами пользуемся. Безусловно, ребенок великолепно ориентируется в содержании текста, свободно приводит примеры, свободно дает характеристику героям и оценивает этих героев с точки зрения современной нравственности, морали, с точки зрения своих жизненных принципов. Уважаемые коллеги, мы, конечно, понимаем, что и этот ответ, как и многие другие развернутые ответы в рамках основного государственного экзамена и единого государственного экзамена, нужно строить по типу рассуждения. И нам здесь не хватает первого тезиса, который бы обозначил разные причины, глубину причин, которые кроются в личности героев и кроются в отношении к жизни этих героев, в отношении к женщинам этих героев. Ну и нам не хватает
вывода, который бы как раз, может быть, подвел нас к размышлению о том, какая причина все-таки является ведущей. Но, тем не менее, коллеги, с точки зрения тех баллов, которые могут быть выставлены за этот ответ, за эту работу, баллы были достаточно высокие. И не буду сейчас навязывать свою точку зрения, мы с вами понимаем, что работу на экзамене проверяют 2 эксперта, и поэтому сейчас я не буду называть те баллы, которые бы я поставила, а вы соотнесите с демонстрационным вариантом этого года и попробуйте тоже попрактиковаться и поставить баллы за эту работу. Уважаемые коллеги, а вот теперь давайте мы с вами посмотрим еще на один фрагмент. Я здесь обозначаю только начало фрагмента, потому что он достаточно объемный. Но вы, конечно, этот фрагмент помните. Это фрагмент встречи Чичикова на дороге с незнакомой девушкой. Уважаемые коллеги, пробегитесь глазами, вы, конечно, фрагмент помните и знаете, кто эта героиня и чья это дочь, и где еще Чичиков будет с ней встречаться потом, встретиться с ней потом. Посмотрите. И вот теперь давайте обратимся к вопросу. А вопрос был задан детям следующий. Какие свойства натуры проявились в монологе Чичикова? Коллеги, вот здесь предложу вам еще один прием. Это прием задавания вопросов. В стратегии смыслового чтения он называется рассечение вопроса. То есть, собственно, задание у нас уже есть, а мы рассекаем это задание еще на вопросы. Итак, зададим вопросы. Зададим вопросы к ключевым словам в формулировке. Итак, свойства натуры. А, собственно говоря, какими свойствами обладает Чичиков вообще? Следующий вопрос. Эти свойства натуры Чичикова проявляются в разные моменты. Мы с вами видим, что Чичиков ведет себя со своими слугами в одном ключе, и, конечно, он по-другому себя ведет, например, с помещиками, и совершенно по-другому себя с чиновниками, которым дает взятку для того, чтобы купчую признали действительной. Уважаемые коллеги, обратите внимание на то, что к ключевому словосочетанию свойства натуры мы задали 2 вопроса. Первый вопрос – какие вообще свойства? И второй вопрос – в какие моменты проявляются эти свойства натуры? Уважаемые коллеги, так как это фрагмент, эпизод, то очень важно еще и сконцентрироваться на том, в каком эпизоде, в какой момент, в какой фрагмент запечатлен этот герой. Это важно, потому что он находится в пути. Важно вспомнить, в каком он настроении, насколько удачно были совершены те сделки, которые уже совершены, куда, собственно говоря, герой направляется. Посмотрите, пожалуйста, насколько глубоко ребенку нужно и точно ориентироваться в пространстве произведения. Ибо здесь, конечно, любое упоминание, фактическое упоминание, может привести, возможно, фактической ошибке. Вот на это обращаю внимание. Ну и, наконец, коллеги, перед нами дальше будет монолог самого Чичикова. И вы помните, конечно, каким темам этот монолог, каким вопросам посвящен. Но нужно будет разобраться с тем, какова роль именно этого монолога в том, чтобы раскрыть натуру Чичикова. Личность Чичикова. До этого момента мы с вами уже очень многое, мы как читатели узнаем о Чичикове, и тем не менее и этого становится недостаточно. Коллеги, а вот теперь посмотрим работу. Итак, по сути, если мы теперь переведем с помощью синонимов, вопрос будет звучать так. А что, в принципе, нового в образе Чичикова раскрывает нам этот эпизод? 2 приема сейчас, коллеги, вы видите. Это прием задавания вопросов, рассечения вопроса и прием подбора синонимов. И вот оба приема, для того, чтобы они стали понятны детям, нужно, конечно, много-много раз попробовать с детьми вместе, в обсуждении. И вот только тогда, возможно, дети почувствуют прелесть этих приемов и то, что они действительно помогают построить план ответа. По сути, перед вами в вопросах есть план ответа. Ну, давайте поработаем теперь уже с самим примером работы учащегося. Итак, в монологе Чичикова проявились такие черты, как наблюдательность,
умение разбираться в людях, знание человеческой психологии. Ну, например, Чичиков тонко подметил, что девушка – выпускница какого-нибудь пансиона или института. В ней еще нет ничего бабьего. Но пройдет всего лишь годик, и откуда-то возьмется и надутость, и чопорность, и уже не станет она улыбаться, сколько станет голову ломать, с кем, как, сколько можно поговорить. В этом же монологе отразилась еще одна черта натуры Чичикова – это его корысть. В любой ситуации он ищет выгоду. При этом он вовсе не обращает внимания на морально-этическую сторону мировосприятия. Итак, прибавить бы к этой барышне 1200 приданого. Какой лакомый кусочек выйдет. Коллеги, обращайте внимание детей на то, какие слова употребляет Чичиков по отношению к человеку. Лакомый кусочек. Получается, что Чичиков действительно смотрит на девушку как на средство. И вот это средство позволит ему достичь того, чему он стремится в жизни – обогащение. Не семейное счастье, не семейная идиллия. Обогащение в первую очередь привлекает Чичика. Таким образом, из монолога видно, что Чичиков не глуп, наблюдателен, но нечестен и непорядочен. Мы видим, что в этой работе ученик подводит итог в заключение, в этом мини-размышлении, подводит итог, конечно, повторяя то, что уже есть в тезисе, но при этом он находит и другие синонимы, которые позволяют нам оценить эту работу тоже достаточно высоко. Коллеги, напомню, что это все примеры работ учащихся, написанных в рамках основного государственного экзамена по русскому языку. Итак, коллеги, вы заметили в предыдущей работе, я позволю к ней вернуться, вот эта работа. И в этой работе по монологу Чичикова разные приемы обращения к тексту. В этой работе ученик цитирует, в той работе ученик не только обращается к тексту, но еще и напоминает нам эпизоды, в которых сталкивались герои. Вот разные формы обращения к тексту, к литературному произведению нам тоже очень важны. И вот как раз в рамках этих развернутых ответов нужно ученикам показать хорошие примеры того, как можно опираться на художественный текст. Мы с вами видим, что здесь ни в первом примере, ни вот в этом втором примере нет никакого пустого, простого пересказа. Есть оценка личности, оценка происходящего. И это, конечно, литературоведческий анализ. Итак, уважаемые коллеги, еще раз напоминаю, у вас в рамках практикума будет возможность поработать с кейсами. Ну вот, в частности, после сегодняшнего занятия вы будете работать с примерами планов, анализа эпизода, анализа лирического произведения, сопоставительного анализа. И вы увидите, что в этих планах разные подходы осуществлены. Вы, конечно, можете эти планы критиковать, вы можете их дорабатывать и потом в рамках итогового контроля представить доработанный план. Коллеги, вы увидите примеры ответов учащихся и тоже посмотрите, пожалуйста, с точки зрения того, насколько в этих ответах используется художественный текст. Коллеги, эти кейсы, эти рабочие материалы будут вам размещены по той же ссылке, по которой вы работаете с вашим учебным планом, с вашим расписанием. То есть в письмах, которые вам были разосланы, есть ссылка на общий доступ. Вот по этой ссылке вы будете переходить. Сейчас пока эта папка может быть не создана, но тем не менее, говорю для тех, которые, может быть, будут смотреть не в онлайн-формате, а в записи это занятие лекционное. Уважаемые коллеги, будет создана специальная папка, в которой будет размещен материал школы современного учителя литературы. И вот этот кейс ко второму занятию вы увидите, сможете с этими материалами поработать.
Уважаемые коллеги, благодарю вас за плодотворную работу в рамках нашего второго занятия и, конечно, искренне желаю, чтобы те приемы, форматы, типы заданий, которые и сегодня, и на предыдущем занятии были озвучены, нашли место в вашем опыте и нашли отклик в материалах, которые и вы тоже будете разрабатывать.